Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров с рабочим визитом в Белорецком районе. Едем открывать физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Терлянский. Затем по плану перинатальный центр в Белорецке и новый канатный цех на Белорецком металлургическом комбинате. Первый объект в Терлянском – физкультурно-оздоровительный комплекс. Спасибо огромное от всех терлянцев за подарок и республики, и компании «Башнефть». Поэтому добро пожаловать, Ради Харитович. Спасибо. Два этажа, игровой тренажерный зал и медицинский кабинет. Здание ФОКа не очень большое, но для 4000 терлянцев значимое. Я хотел просто сам порадоваться. Очень здорово. Терлян все-таки поселок с такой долгой историей. Непростая история у Терляна. И сокращение основного производства, и природные события, которые были. Но люди здесь живут смелые, люди упрямые, живут, радуются. Я хотел сказать единственное, что нашей задачей, и во главу угла я ставлю, чтобы людям нашим жилось чуть получше, чтобы была хорошая медицина, хорошее образование, возможность отдыхать, культурно развиваться. Первый и главный, как оказалось, для жителей Терлянского вопрос – здание культурного центра. Затем заросший пруд в селе, очистные сооружения и лесозаготовки. Денег не бывает так, что взял и вот так вот размазал по всему. Вернее, все решил. Ну, я понимаю, вот он устал, он 10 лет ждет, да, бывает такое, да. Это и не люди, они там в взводе, вот все, которые живут. А вы подумайте еще раз, ну примите решение. Вы примите решение. С людьми посоветуйтесь и скажите, водоотведение, если оно нормально работает, если вовремя приходят, качают, если запаха от этого нет. Сейчас стало лучше. Изменилась компания, здесь может быть, об этом стало лучше. Но это все равно это не решение. Это надо не решать. Ну, тогда вы сами 21 смотрите, век. Потом, когда мы пульнем деньги на очистные, вы через некоторое время придете, через 10 лет, и скажете, а детям культурного дома нет. Подумайте сами. Ну, если сказать честно, то похабные отношения к лесу, к нашему богатству, потому что дороги все изрезали. В лесу, ну, страшное дело, что творить. Три вещи, которые вот мы сейчас уже начали, значит, природный камень разработку. Кстати, в Белорецком районе тоже у вас безобразия много. Мы 3 уголовных дела уже возбуждаем с нашей подачи, потому что безраздельно просто воровали, таскали, кончали, вот вы говорите, большой транспорт качал дорогу, никакого весового контроля и так далее. Все это мы вот сейчас приступаем. Это как бы за один день не делается, но мы уже эту историю. Я остановил практически выдачу всех лицензий, пока не пойму, кто придет и как разрабатывать. Вторые 2 вещи – это лес и охота. Потому что в одном случае лес просто валят и увозят, а видно даже другое. Очень часто вред лесу, знаете, за счет чего? Ну ладно, лес спилили, увезли, ладно, но они должны делать после себя, оставить культивацию. Да. И вот это тоже большая проблема. Лес болеть начинает, и вообще вот то, что так говорит. И третье, звери бьют, как ни попади. Вот 3 проблемы мы занимаемся. Я сейчас, надеюсь, и министр неплохой молодой пришел. Мы заставим работать. А лес – это большая, долгая история. Еще разрешите поблагодарить вас от всего Терляна за то, что приехали. Да мне не за что. Вам спасибо, что пригласили в гости. Чтобы вы также... Где же вы меня долго ждали? Я 2 месяца еще не работал. Я в Одноклассниках вас долго-долго ждала. И также, конечно, вы не забывали наши башкирские закоулки. Не забудьте. Отпустите меня, ладно? Да. Спасибо. Треть населения работает
У нас на заводе. Да, это я, директор. Я еще руковожу Ассоциацией лесопромышленников Башкирии. Жители вас хвалили с одной стороны, а с другой стороны там по лесу аккуратнее, говорят, надо. Я лесом приеду, мы наши надзорные функции осуществим. А Вы вызовете. Я руковожу Ассоциацией лесопромышленников всей Башкирии. Помимо ЛПК «Селена». Лена, Я вам доложу объективную потому что мы обстановку. начинаем лесом. Я вам доложу, и я участвовал в программе развития до 30-го года написания. Спасибо за то, что хорошо вас отзываете. Треть населения. Ради Фарич. Ну, с одной стороны, открыли спортивный объект, с другой стороны, жители пообщались, проблем много, все слышалось. Нормально, нормально. Это не, ну это я бы не назвал проблемой. Это у людей, понимаете, вот село развивается, люди хотят жить лучше. Это естественно. Поэтому все проблемы это житейские. Клуб, пруд, газ, очистные. Поэтому надо распределиться, что у нас в республике ресурсы есть, мы им поможем. Ну, а спорт в республике развивать будем? Ну, конечно, будем. Вот для этого и строим. Это один из сотен объектов, которые мы строим. Спасибо. Всего хорошего. Едем дальше? Да. Ради Хабиров меняет маршрут по ходу. Едем в сельский дом культуры. Какого года это здание? 1930 года. А селу-то ведь более 200 лет, да? 266 лет. 266 лет. Это вот 1762 где-то вот что года, да? Да, где-то. 1762 до Белорецка. Вот, а здесь пораньше. Мы постарше еще, да. 1752, да. Ну, хорошо, я просто хотел посмотреть. Вы Идемте сами... пройдем, посмотрим. Я Хотя уж бы не чуть-чуть. буду заходить, Вот. Я уверен, что вы там с любовью все это сделали и так далее. Ну, Конечно, надо... мы стараемся, Все-таки да. 21 век, давайте мы это... Нам хочется один объект, чтобы у нас был. Вся Вы культура можете либо была. здесь это посадить, либо здесь посадить, либо Но там, нам где желательно главное. в центре, Только вы да. с жителями посоветуйтесь. Хорошо, мы сход Вопросы, граждан какой проведем. должен быть и так далее. Вот я об этом и буду говорить. Любой вопрос вы с ними советуйтесь. Едем в перинатальный центр города Белорецка. Открыли его в 1997 году на базе местного роддома. И здесь появляются на свет малыши из Белорецка, Учалова, Межгорья, Белорецка, Учелинского, Бурзянского и Абзелиловского районов. Поликлиника детская тоже здесь, да? Нет, поликлиника у нас в городе находится. Здесь находится только стационарное отделение. Педиатрический корпус, травматологический. Общий корпус – это хирургия, реанимация. Ну, и- Пойдемте, зайдем. поднимемся. Реанимационное отделение. Второй этаж – это этаж по беременным, да, и третий этаж – это послеродовый этаж. На четвертом этаже находится гинекология. Вот он поправляется. Возможно, скоро, надеемся, он пойдет уже для совместного пребывания. Вот сколько он родился? Мальчик? Килограмм 400. Килограмм 400 родился. Но у него сейчас получше все, да? Получше, да. Но ему уже 20 суток. А вот уже он... То есть у вас вот такие вот... Мы стараемся, чтобы у нас каждый ребенок лежал отдельно в отдельной палате. Такой, ну, есть для этого все, да? Когда есть возможность. А вот у него давление это такое, да? Да. Это сатурация, насыщение кислорода, гемоглобина и частота сердечных сокращений. Поддерживается температура, влажность. Мальчик. У вас какая ситуация с нехваткой врачей? Что у вас происходит с У нас, врачами? по врачам, в принципе, у нас достаточно плохо укомплектовано стационарное звено. У нас достаточно неукомплектовано, я могу сказать, даже, наверное, близко к такой тяжелой ситуации амбулаторно-клиническое первичное звено. Ну, это самое главное, да? Да. И что вы думаете делать? Ну, мы сейчас, во-первых, провели работу. У нас есть участки, где ведут фельдшера на самостоятельное время. Это участки фельдшера ведут, они рецепты могут выписывать, а больничные тоже могут, да? Вот у вас такая точная есть практика. Да, у нас 4 участка педиатрических, где ведут непосредственно фельдшера. И 8 участков взрослые. Хотя бы так, это уже какая-то замена. Потому Это что иногда... очень сильно выручает нас в плане того, пока нет кадров. Я сказал, это вот ваша задача главы и главного врача обеспечить первичное, соответственно, работайте с людьми. Мы готовы во всем вас поддержать. Еще раз говорю, что мы готовы компенсировать ваши расходы на оплату их обучения, там, компенсацию жилья, проживания и какие-то поможем вам, давайте строить или что. Но это ваша задача.
это вы должны сделать, чтобы особенно в первичном звене это было. Мы проводим операцию, сейчас нужно операция ведутся. Родильные, да, вот связанные с родом. Там 5 у нас индивидуальных палат. Здесь послеродовое отделение. Мы можем Сколько у вас сейчас женщин? Здравствуйте. 50. А малышей сколько? 30. Ну что? Ленинского района. Вот у нас. Вы мамочка у нас, да? Нет, я из гинекологии. Гинекологическая больная. Мы ее привезли с Учелинской территории. Она была в крайне тяжелом состоянии. Сейчас, слава богу, все. Да, все хорошо. Все нормально? Очень даже, мне очень все понравилось. Через годик сюда приедете рожать, да? Ну нет, уже, к сожалению, не получится не получится, рожать, да. А Ну, дети есть? да, конечно. Ну, слава Тут богу. уже вопрос между жизнью и смертью был, поэтому очень благодарны врачам. Вовремя успели, приехали? Все, да. А условия здесь как? Отлично. А кормят вас как? Отлично, мне все нравится. Мне бы как вот объяснить-то вам, сказать? Я с такой вот вообще огромной благодарностью. Вот я говорю, первый мой спаситель. Вот еще зав. Отделения, к сожалению, он отсутствует сейчас. Второй. Когда уже вопрос стоит, что либо тебе туда, на тот свет, либо тебя Здесь вытащат. операция Да, детишки, огромное спасибо. Тоже врачам передают. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, как вас зовут? Евгения. Евгения, а вас не специально тут вот оставили рассказать? Вы знаете, я могу даже живот вам свой показать, историю, посмотрите, Полин. Действительно, это столько слез, это столько было действительно боли. Просто я переживала за своих детей. Одному 10, другому 3. Я очень благодарна этим людям, поэтому... Не побеспокою вас сильно? Здравствуйте. Амахас, халергесіз. Ормайсыз ма? Мына? Аха, есенсіз ме? Беги. Малай ма? Малай, яра. Аллаға шүкір. Несек вообще состояние? Нормально? Они дайрында. Давай, өзінен ма? Ага. Сіздің анда қыз ма? Яра, құтлайым. Құтлайым. Несек мында? Питание, врачи? Врачтар бик һәйбәт. Әйбәтме? Әйе. Ашарға несек? Ашауға кызы һәйбәт. Етәме? Етә. Качественное ма? Өйдән тәркиләләр. Яра. Дарулар бар менде? Дарулар бар. Канәгать бит. Сколько они здесь должны лежать? 3 дня после рода. Да, 3 дня все. Уже қайтасыз? Бүгін ме уже? Яра. Оңышлар сізге. Ауырмайыз. Сау болыңыз. Мы продумаем дополнительные материальные стимулы, чтобы была. Это первая история. Вторая история – привлечение ординаторов. Это тоже поможет, хотя бы для первичного звена. Третья история – это все-таки обратить внимание на тех ребят, которые точно пойдут работать потом. А это вот вы сами врач. Вот мне многие уже сказали, люди с врачебной историей, что обратите внимание на тех ребят, которые медучилище завершили. Потому что если уж он завершил медучилище, и мы ему поможем поступить и проучиться, и содержать его за время его обучения в мед, вот он точно придет, он точно к вам сюда придет тогда, а не пойдет там в платную клинику какую-то или там менеджером в банк. Вот это вот история. Она так, мне кажется, сработает. Итоги по визиту в роддом вы услышали? А вот можно вопрос личного характера? Да. У вас 4 детей. 2 девочки, 2 мальчика. Сейчас мы смотрели на малышей, как оно в душе всколыхнулось. Конечно. Вашему малышу 1,5 года сейчас. Помните, как рожали его? Помню, Лен, сейчас. Ой, да уберите это, понятно. Уберите, не надо так делать. У нас проблема такая с жильем никак не получается. Вы сирота, что ли? Да. Мы Все здесь. Вы все сироты. Они жилье не дают жилье. Говорят. Нет, так не говорите. Смотрите, не то, что никто тут зверей нет. Значит, мы занимаемся этим вопросом. Просто немножко затягивается это время. Погода, сколько даете квартир? Мы где-то даем 11-12 А квартир. потребность какая? У нас в очереди стоит сегодня 68 человек. А почему не поставили? Надо разбираться персонально. Вам сколько лет? Мне уже 26. Они сейчас кричат, что я уже не могу никак. Там действительно в очередь ставим до 23 лет. Но это федеральный закон. Они меня и раньше так же У меня отталкивали. другая проблема. Мне закрепили жилье в деревне. Якобы признали его пригодным для жилья в 2009 году. На тот момент мне было
17 лет. Они признают, пишут то, что там выдалось. А мне с братом дали 2 смежные комнаты, хотя он это инвалид 2 группы по психологии. Ну давайте, вот глава здесь слышит, это ваша обязанность, занимайтесь, соответственно. Нас никто не слушает. Подождите, вот я же вас слушаю. Нет. Подождите. Мы в прокуратуру обращаемся. Да, И в прокуратуру пусть. Хорошо, но я еще раз говорю, все вы будете делать по закону. Вы ко мне пришли? Тогда слушайте, пожалуйста. Законом, поэтому мы... Значит, смотрите, будете делать все по федеральному закону. Не положено, значит не положено. Почему? Потому что если вы дадите не положено, то те, кому положено, не получат. А тут надо за этим смотреть. По этой истории разберитесь. Я эту историю слышал, поэтому просто надо вникнуть и рассмотреть. Если надо там ремонт сделать или что. Я посмотрю. Все. До свидания. Вырабатывали память о прокатчиках, вырабатывали электроэнергию. Сохранить, конечно, надо. Только благоустройте здесь вот так вот, чтобы, получше как-то. Асфальт, что ли, бросили? Что Вот мы своими силами сделали. я понимаю, да, я понимаю. Сделайте, ладно? Сделаем. Сделайте. В следующем году все запроектируем, сделаем. Хорошо. Прям, чтобы это такое хорошее. Все, люди будут приезжать. Приезжают очень много Туристов много. Это, конечно. Ну вот я, например, у меня времени нет, но я думаю, обязательно раз заехал, посмотрю. Я о нем столько слышал. Мощь российского государства. Понимаете, в 2015 году такой маховик установил. Крупнейшее металлургическое предприятие. Жалко, что, видите, вот остатки. Все это сейчас не работает. Но, тем не менее, мы должны вот эту память сохранить. Вот она здесь, наша держава, в некотором смысле, промышленная сила начиналась. Вот. Благоустроить нужно. Да, обязательно пусть благоустроят. Вот сделайте красиво. Я говорю, сюда с России будут приезжать, с Москвы будут люди приезжать смотреть. Я не думаю, что таких памятников много где-то. А мы едем дальше на Белорецкий металлургический комбинат. Построили его в 1762 году, и уже 256 лет это предприятие одно из ведущих тяжелой промышленности нашей страны. Да, вот эти объекты. То есть, мы сейчас отправляем продукцию в Нижний Новгород на приборостроительный завод. Конечно, форму кассеты мы точно не знаем, но наша проволочка выдерживает температуру более 1100 градусов, и поэтому для изготовления черных ящиков применяется. Вот брали канат, его рубили на очень короткие отрезки, часть крепили, а вторую часть руками расплетали. И таким образом образовалась вот эта металлическая шерсть. То есть вот те, кто... Не надо лучше руками. Те, кто из клиентов не очень себя покладисто ведут, мы предлагаем погладить эту собаку, чтобы они вели себя и чувствовали себя более... Окажется мягкая, да? Ну вот... Впечатление такое, но на самом деле это вот произведение наших умельцев. Идем открывать цех по производству многопрядных канатов с полимерным покрытием. Несколько торжественных минут на митинге, и вот он – старт нового этапа развития промышленности в России. Сама по себе конструкция предполагает производство канатов, где число прядей превышает 6. Вообще вот это уже получается 8. Но мы здесь в эту машину заложили и приобрели вот эти преформаторы, которые позволяют производить канаты с числом прядей 12. Они практически сегодня еще не имеют известности и хождения на рынке, но мы этот продукт реально уже будем производить и предлагать нашим потребителям. Так вот, сама по себе идея покрытия пластиком, она сводится к тому, что это защитный слой. Он позволяет защитить канат от механического трения и, соответственно, удлиняет ресурс эксплуатации и самого каната, и самой машины. Значит, вот вы здесь видите, это шестипрядный канат старой конструкции. Мы научились наносить пластик, и важно, чтобы пластик, он не просто вот сверху здесь был, он проникал во внутреннюю полость каната. И это позволяет защитить не только поверхность, но и внутреннее трение между прядями. То есть это как смазка, по большому счету. Вот. Это вот то, что мы уже на сегодняшний день освоили. Ральфович, ну как чувство?
очень радостно, потому что не так часто мы встречаем в современной жизни открытие новых производств в промышленности. А это самая настоящая промышленность, это черная металлургия и в то же время это высокотехнологичное производство. И у нас сегодня радостный день. Рабочие места? Рабочие места. Налоги? Это инвестиции, налоги, зарплаты. И надежда на то, что все-таки и дальше будет работать. И это только начало проекта. Там идет еще второй шаг. Об этом мы будем завтра, кстати, с министром промышленности разговаривать. Поэтому хороший событие.